На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Российская спортсменка Светлана Журова в Сухуми. Ее встретили в администрации президента Абхазии. Почему туристы испытывают судьбу, плавая в шторм, и в чем бессильны абхазские спасатели? В теме разбиралась Сария Кварацхели. Специальный репортаж выпуска. Жители одного из поселков села Чуло многие годы возили питьевую воду из соседнего села. Вопрос разрешен. Можно напиться чистой водицы. Студентка Сухумского государственного музыкального училища имени Чичва Елизавета Логуа стала лауреатом премии международного фестиваля Grand Piano in Palace. В Абхазии находится депутат Государственной Думы, российская конькобежка Светлана Журова. Президент страны Аслан Бжаня принял спортсменку. Затем прошла встреча руководителя администрации президента Алхаса Квициня и Светланы Журовой. На встрече обсуждались вопросы о взаимодействии Абхазии и России. Светлана Сергеевна, мы рады видеть вас у себя в Абхазии. Нам очень приятно, что вы нас посетили. Надеюсь, сегодня мы поговорим о всех наших делах и намерениях, которые мы предполагаем. Я думаю, работа будет у нас такая плодотворная. Вы знаете, что наша страна спортивная республика, у нас люди любят спорт, мы следим и знаем ваши достижения спортивные, нас это очень радует. Я первый зам комитета по международным делам Государственной Думы, и мне даже по профилю моей работы, такой профессиональной, в Государственной Думе, понятно, я сотрудничала с посольством по вопросам защиты наших соотечественников и абхазов и на территории Российской Федерации. Какие-то вопросы были в том числе здесь. Но, несомненно, так как, будучи олимпийской чемпионкой, вот все спортивные темы и те задачи, которые там периодически ставили поддержки спорта, я знаю ряд прекрасных людей, которые уже не живут сейчас постоянно в Абхазии, но являются этническими абхазами, проживают в других регионах, они тоже, я знаю, ответственно помогают спорту, детскому спорту Абхазии и проводят соревнования. И вот я с ними тоже разговаривала, мы с ними сотрудничаем, очень рада, что знаете, не всегда, когда тот, кто уже уехал из своей страны, с малой родины, помогает тем, кто в этом нуждается. И я очень благодарна тем, кто разнообразные делает и общественные организации. И вот я знаю и ребята, которые создали организации по помощи больным детям, делают операции, перевозят их в Россию или делают здесь. То есть это тоже те люди, с которыми вот я сотрудничаю и тоже всячески им помогаю, если такая помощь моя нужна. Мы говорили, несомненно, и сейчас это на всех площадках говорим, это про вакцинацию, про прививки, про вопросы пандемии и, конечно, развитие в связи с этим и туризма, потому что понимаем, что ряд регионов начинают вводить ограничения, и чтобы этого не случилось, мы, конечно, проговаривали варианты, каким образом сделать так, чтобы и граждане Абхазии, соотечественники были привиты, и обычные граждане, которые нет российских паспортов, но они тоже хотят быть привитыми, и, конечно, здесь очень важно сейчас вот эту тему освещать, говорить про нее, чтобы туристические потоки не остановились. Для Абхазии это крайне важно, чтобы люди не боялись сюда приезжать. Ну и, соответственно, конечно, чтобы эпидемиологическая ситуация в республике в том числе не ухудшалась в связи с тем, что приедут люди. Поэтому это как и для граждан, проживающих здесь, так же, как и для туристов, которые, наоборот, сюда приедут отдыхать. Все-таки лето в разгаре, погода прекрасная. В Абхазии говорить сейчас про QR-коды, а как они будут ездить в Россию, а как они будут, например, попадать в учреждения, где они раньше получали медицинскую помощь, в том числе им нужно иметь уже QR-коды, поэтому вот это вопрос для проработки очень серьезный, и для меня, как депутата Государственной Думы, я не могу там остаться безразличной к этому, потому что это, конечно, здоровье людей в первую очередь, а зачастую это даже вопрос жизни и смерти.
В продолжении темы Светлана Журова также встретилась с участниками конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии» и «Молодой гвардии». Встреча проходила на набережной Махаджиров, в которой приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, заместитель торгового представителя Абхазии в Российской Федерации Алхаз Барзани. Тема встречи – сотрудничество Российской Федерации и Абхазии в сфере подготовки молодых лидеров и оптимизации молодежной политики. Участники мероприятия рассказали о проектах, которые они реализуют в настоящее время. Вы наша надежда. Сегодняшняя встреча дает всем нам уникальные возможности приобрести новые знания, познакомиться с новыми друзьями, пообщаться с профессионалами своего дела и поставить цели на будущее. Убеждена, что время, проведенное на нашем молодежном мероприятии, пойдет на пользу всем его участникам. А знакомство и идеи, которые вы приобретете сегодня здесь, непременно откроют перед вами новые горизонты. Мы для того и создавали независимое абхазское государство, чтобы в нем были замечательные молодые люди, которые будут продолжать идеи независимости Абхазии, но наша цель ведь не в том, чтобы просто независимости достичь. Наша цель в том, чтобы люди в этом государстве жили достойно и гордились тем, что они живут в Абхазии. Вам продолжать это дело. Да, могу признать, что мы впервые, строя независимое государство, много ошибок совершили тоже на этом пути. Уверен, что можно было много сделать лучше, но вот приходит ваше время, уже скоро, уже происходит процесс, когда более молодые к власти приходят, скоро и ваше время подойдет. И очень радует, что у нас немало молодых, образованных людей, которые самое лучшее образование получают в Абхазии, в Москве, в России вообще. Я здесь уже как друг Абхазии, как друг Единой Абхазии и как друг очень многих людей. И это особенно меня, наверное, радует и связывает. И когда ты здесь не только потому, что у тебя есть какие-то государственные задачи, но какие-то человеческие, это совсем по-другому. И у любого политика, когда есть в том числе человеческая заинтересованность в решении вопросов, он совсем по-другому относится к делу. Поэтому это моя абсолютная позиция. И, кстати, вот именно эта причина, когда меня спрашивают, кто же все-таки вы, политик или общественник, я говорю, я общественно-политический деятель. И без общественной работы, без человеческого отношения к проблемам людей не будет политики в моем случае. Кто-то только чисто политик, ну, например, там мы знаем ряд политиков в России и в мире, которые исключительно, наверное, и не занимаются никакой общественной деятельностью. Но это такая история не про меня, и у каждого выбирает свой путь. Мой путь, например, связан с этим. Министр юстиции Анри Барцыц встретился с уполномоченной по правам ребенка Мактиной Джинджоли. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Министерства юстиции и аппарата уполномоченного по правам ребенка. Речь шла об усовершенствовании нормативной базы, направленной на защиту прав и интересов ребенка. Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Абхазия, по итогам встречи было принято решение о том, что после завершения формирования аппарата уполномоченного по правам ребенка будет начата совместная работа и выработаны предложения для внесения изменений в закон об исполнительном производстве, касающихся защиты прав и интересов ребенка. КТ в Гудаутском ковидном госпитале запущен в тестовом режиме. Об этом сообщает Минздрав Абхазии. Эдуард Бутба лично проверил, как проходит работа над устранением неполадок компьютерного томографа, у которого на прошлой неделе из-за перепада электроэнергии слетело программное обеспечение. Установкой нового программного обеспечения занимаются специалисты из Белоруссии. Сегодня КТ запустили в тестовом режиме. Мастера будут наблюдать за ним в течение дня для выявления возможных сбоев. Министр здравоохранения отметил, что томограф необходимо ввести в эксплуатацию как можно скорее, так как в нем нуждаются наши пациенты.
Диагностика коронавирусной инфекции у российских туристов и их лечение в государственных медицинских учреждениях Абхазии проводится бесплатно. Об этом сообщается на сайте Минздрава Республики Абхазия. За лечение больных платит государство. С момента вспышки COVID-19 в Абхазии для всех пациентов, в том числе и амбулаторного звена, анализы, рентгенографические и КТ-исследования проводятся бесплатно. Место жительства или гражданство пациента в данном случае не имеют значения. Исключение составляют пациенты, обращающиеся в коммерческие лаборатории, и к докторам, работающим в них. Минздрав призывает все СМИ, освещающие данную тему, воздерживаться от необоснованных и недостоверных выводов. Поиски россиянки Тамары Молчановой в акватории Гагрского района продолжаются. Однако пока безрезультатно. В Абхазию приехал муж Тамары Молчановой вместе с 7-летней дочерью, которая накануне была спасена и направлена спасателями МЧС Абхазии в 9-ю детскую больницу города Сочи. По словам специалистов, девочка нуждается в серьезной психологической помощи. Состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в том числе психолог, направлены к месту пребывания родственников пропавшей Тамары Молчановой. Купальный сезон в Абхазии официально открылся 5 июня. Предписания Государственной инспекции по маломерным судам МЧС включают в себя выполнение нескольких требований. Очистку морского дна, установку ограничительных буев, а в местах, где купание запрещено, специальных знаков. Соблюдаются ли эти меры безопасности и какие правила необходимо знать всем купающимся, выясняли наши корреспонденты. Специальный репортаж Сарии Кварацхелия. Каждый год Абхазию посещают сотни тысяч туристов. Их привлекают чистый воздух, обилие фруктов и, конечно же, Черное море. Однако, какой бы теплой ни была вода, самым важным фактом остается безопасность купающихся. Согласно предписаниям МЧС Абхазии, администрации городов и районов должны были подготовиться к пляжному сезону, очистить морское дно от опасных предметов, установить ограничительные буи, а также разрешающие или же запрещающие знаки. Однако не во всех пляжах столицы соблюдены эти правила. По сухому подготовили айтар, подготовили пляж, все как положено у них по всем пунктам нашего предписания. Городской пляж, как видим, до сих пор ни ограничительных буев нету, хотя они закупили, они у нас лежат. Не закупили грузы, сейчас грузы докупают и веревки к ним. И как вот буквально сегодня-завтра они сказали, это все привезут и будем выставлять ограничительные буи. Во время всего купального сезона на каждом пляже в радиусе 500 метров должен находиться спасатель со спасательной лодкой. Но и они есть не везде. В районе Маяка так называемый есть дикий пляж, где нет ни волнорезов, естественно, ни буев, ни всего остального. И там тоже очень многие люди купаются. И там нету ни спасателей, естественно, и никто за этим не следит. По Гудауте ничего не сделано. Глава администрации, мы с ним несколько раз обговаривали, но, как он нам заявил, деньги были не заложены на это все, поэтому ничего не сделано. По Гагре водолазы осмотр и очистку подводной части сделали. Именно центральный пляж выставили буи, но в остальных так называемых диких пляжах, как я сказал, ничего нету. Если в одних районах пляжи до сих пор не готовы к летнему сезону, то есть и образцовые, где соблюдается все для безопасного купания. В Тамышах образцовый пляж. Там у них все практически есть, и спасатели, и спасательная лодка, и буи, и мачта. И вот в Айтаре также все сделано. Ну, практически 2-3 пляжа. В первой половине дня на сухумских пляжах достаточно чисто. Однако при ближайшем рассмотрении все же можно наткнуться на мусор. Особенно в тех местах, где в море впадают реки. По словам некоторых туристов, им не всегда хватает благоустроенности и условий для отдыха на пляже. Нам все нравится. Море бодрит, но не хватает
санитарных комнат, да, где туалет может быть душевые более качественные, кафе. А так вообще? Страна души нам очень нравится. Море хорошее, нравится. Ну, немножко погода подкачала, а сейчас все нормально. Пляж плохо, не убирается. Вот. И потом вот это вот, что волна накатила, нужно периодически все это к морю сгребать какой-то техникой, потому что вот я сама с Краснодарского края, у нас на побережье делается так. В Крыму была, там получше пляжи, чем у вас. Здесь у вас первый раз. Ну, там они оборудованы, то есть тены закрытые, зонтики, значит, плюс разные развлечения на пляже имеются. У вас этого совсем нет. Мы привыкли к песочку, поэтому нам, конечно, необычно галька. Ну, нормально, чистенько, дно чистое, ровное, все нормально. Нормально, да, нам понравилось. Я не первый раз в Абхазии, мне все очень здесь нравится. Вам добавить чуть-чуть инфраструктуры, чистоты на пляже, убрать собак с пляжа однозначно. Я очень люблю животных, но когда они здесь справляют естественную нужду, я считаю, что это неверно. Вот, приятные цены, климат, отсутствие толп народа, не так, как, например, в том же Сочи. Вкусная еда. Солнце, море, горы, что еще нужно? В Абхазии много рек, которые впадают в море. В их устье в радиусе 20 метров купаться запрещено. Однако не всегда наличие соответствующих знаков останавливает людей. Помимо этого, несмотря на плохую погоду или шторм, люди продолжают купаться. Увы, это не всегда заканчивается хорошо. По Гагарскому району, как мы знаем, 2-3 дня был шторм. Практически весь личный состав МЧС Гагарского района ходили по берегу и вытаскивали людей с моря. Несколько раз даже одного и того же вытаскивали, он все равно заходил. Я не знаю, люди видят все, что это небезопасно, им это говорят, но и тем не менее они заходят в море. И были люди в нетрезвом состоянии, заходили в море, а в нетрезвом состоянии категорически запрещено и не только в штормовую погоду, но и в штилевую погоду заходить в море. Но и тем не менее они заходили, не слушали, говорили, что у нас 2-3 дня осталось, мы никак не зайдем в море. МЧС Абхазии также настоятельно просит родителей не оставлять детей без присмотра в море. Это опасно для жизни ребенка. Дети, естественно, до 10-15 лет, они шустрые, они не следят, куда они убегают, куда заплывают. А бывает много случаев, когда родители ложатся загорать и засыпают. И не видят, куда дети их убежали, куда уплыли. Поэтому в первую очередь просьба такая: следить за своими детьми. Это самое главное. На побережье Абхазии большое количество непригодных причалов, где категорически нельзя купаться и пришвартовываться. Как говорится, прозрачная морская вода тоже может таить опасность. Помните о преломлении света. Вам может казаться, что глубины достаточно для безопасного прыжка, но проверять это, рискуя собственной жизнью, плохая затея. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Сухумский городской суд под председательством судьи Зарины Габеевой избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении заведующей дневным стационаром Национального онкологического центра Минздрава Абхазии Нелли Лагвилава. Как сообщалось ранее, 30 июня постановлением суда города Сухум меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца были определены в отношении главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун и медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квикискири. Лев Аргун, Нелли Лагвилава и Лариса Квикискири подозреваются в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Республики Абхазия, выразившегося в хищении химиогормона препаратов в особо крупном размере, предназначенных в соответствии с государственной программой для онкологических больных.
Как жить без воды? Эту насущную проблему вот уже много лет пытаются решить жители одного из поселка села Чулу. Много раз крестьяне обращались к руководителям разного уровня, однако все попытки были тщетны. Для бытовых нужд воду брали из речки, а питьевую привозили из соседних сел. В каждом дворе колодец, но он наполняется только во время дождя. А когда засуха, вода не остается. Для жителей поселка вода – это главная проблема. И вот хорошие новости. Глава администрации Чимчевского района выделил из бюджета средства для решения этого важного вопроса. Специальной техникой вырыли 30-метровую скважину, и вода пошла. Крестьяне счастливы и благодарны руководству района. Глава администрации Сухума Беслан Эшбам провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Начальники служб города и начальник домоуправлений доложили о текущей ситуации. Мэр Сухума отметил, что к нему продолжают поступать заявления от жителей города, которые пострадали в результате урагана 4 июля. Также домоуправление принимает заявления, которые затем направляются в администрацию города. Вся информация по адресам, количеству пострадавших домов будет обработана. Беслан Эшбам призывает граждан своевременно обращаться в домоуправление или в администрацию города для фиксации ущерба, нанесенного стихией. Обращаюсь ко всем нашим гражданам. Не откладывать, обращаться своевременно, по нанесенному ущербу в домоуправление или можно напрямую к главе администрации города. Для того, чтобы время не затягивать, надо в первую очередь приглашать службу МЧС для того, чтобы подтвердить ущерб, нанесенный из-за урагана. После этого домоуправление в состоянии произвести дефектный акт. При необходимости сил, если будет много заявлений, наш департамент подключается, департамент ЖКХ. Что касается поврежденного имущества, заявления поступают, имеется в виду в основном автомобили. Начальники домоуправления доложили о ситуации. Они также собирают фото-видеоматериалы. К известным ранее пострадавшим домам еще добавились адреса, по которым проводится необходимая работа. Горстройпроект администрации города Сухум устраняет последствия стихии в многоквартирных домах. В некоторых работы уже завершены. Беслан Эшбам отметил, что по тем домам и зданиям, где не удастся справиться своими силами, материалы будут переданы в кабинет министров. Например, по ущербу, нанесенному кровле индустриального колледжа. Заместитель главы администрации Астамур Шуба сообщил о ситуации на данный момент по медицинским учреждениям. Завершены работы по восстановлению крови детской больницы и Сухумской городской больницы. Что касается детских садов и школ, работа продолжается. Что касается энергоснабжения, авария устранена, остались только локальные проблемы. Не осталось ни одного района, отключенного от энергосети. По линии электропередач вопрос решен. Также сняты проблемы с обеспечением уличного освещения, сказал Беслан Эшбам. Троллейбусное движение на Маяк восстановлено частично. Троллейбусы будут ходить с Маяка до улицы Айтгалара и обратно. Беслан Эшбам поблагодарил все службы города, занимавшиеся наведением порядка в столице, за слаженную работу. Им удалось за короткий промежуток времени очистить улицы города от последствий стихийного бедствия. Это и благоустройство, и работники домоуправления, наш аппарат, компании, которые с нами работают. Хочу выразить благодарность. Непростое время нам практически за 2 суток большую часть города удалось привести в порядок. Хочу поблагодарить. Усилия должны быть еще направлены на те места, где остались все-таки еще деревья поваленные. Прошу довести ситуацию до того, как было до начала урагана. У нас был чистый город, мы с вами праздновали День города. Максимально чистый город был. Поэтому там, где есть еще места, которые надо отработать. Беслан Эшбам поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства подготовить регламент действий служб города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Прошу вас подготовить специальный регламент на случай возникновения, мы надеемся, что такого не будет, но на случай возникновения подобного рода ситуаций в городе, чтобы все службы знали, что им делать. Работа ведется, но давайте в ближайшее время, чтобы данный документ у нас был, чтобы все действовали уже синхронно и чтобы никого мы нигде не искали. Спасибо всем. Тобой придется. Мадина Абганба, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум.
5 по 12 июля в Очимчире проходят ежегодные учебно-тренировочные сборы «Абхазский шторм» по ударной технике под руководством тренера высшей категории России Рамиля Исмаилова. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодежи и спорту администрации Сухума. В сборах принимают участие спортсмены отделения Федерации карате Кёкосинкай Абхазии из городов Сухум, Очимчира, поселка Агудзера совместно со спортсменами Федерации Кёкосинкай Волгоградской области. Среди них двукратный победитель первенства Европы, трехкратный победитель первенства мира, обладатель Кубка мира среди молодежи, лучший боец первенства России среди юниоров 2019 года Тельман Мамедов, бронзовый призер Кубка мира, двукратный победитель всероссийского турнира Кубок Шихана Данила Букреев и победитель первенства Европы, серебряный призер первенства мира, чемпион России среди мужчин и среди профессионалов Магомед Махамаев. Баскетбольная команда «Смена» из города Кропоткина стала победителем 10-го международного турнира по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Багапш». Турнир, организованный Комитетом Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола при поддержке администрации города Сухум и сотовой компании «Амобайл», завершился 7 июля. Приятные новости из Санкт-Петербурга. Студентка Сухумского государственного музыкального училища имени Чичба Елизавета Лугуа стала лауреатом международного фестиваля Гранд-Пиано ин Палас. Международный музыкальный фестиваль, конкурс солистов, камерных ансамблей и композиторов проходит в Санкт-Петербурге в июне-июле этого года. Основатель и генеральный директор конкурса «Пианист», лауреат международных конкурсов Александр Яковлев. За время своего проведения Гранд-Пиано ин Палас стал неотъемлемой частью культурной жизни Санкт-Петербурга и значительным явлением творческой биографии участников фестиваля. В 2021 году фестиваль проходит в новом смешанном формате. Серия онлайн-прослушиваний по разным специальностям инструментального исполнительства и композиции завершится большим гала-концертом лауреатов с оркестром в Белом зале Мраморного дворца Государственного русского музея. Лауреаты фестиваля получают хорошие возможности для карьерного роста. В перспективе фестиваль организовывает для них концерты в Санкт-Петербурге, гастрольные поездки по России и за рубежом, а также профессиональные видеозаписи выступлений. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 6 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 23-28. Температура морской воды плюс 24 градуса. И на этом наш выпуск завершен. И всего вам доброго.